Здравствуйте! В эфире телеканала Милет, программа «Хаберлер. Неделя». Я Султания Ситакаева, и наши корреспонденты готовы рассказать о самых актуальных событиях за последние 7 дней. Смотрите в этом выпуске. В Турции презентовали крымско-татарскую культуру. Когда главное мусульманское религиозное сооружение – соборная мечеть Крыма откроет свои двери для прихожан. Легенда крымско-татарской хореографии Ремзие Баккал отмечает 93-й день рождения. Крымско-татарская хайтарма и классическая национальная музыка. Крымская государственная филармония отмечает юбилей. Ее талант – достояние народа. Заслуженная художница Зарема Трасинова в честь юбилея открыла выставку. Презентация крымско-татарской культуры Республики Крым. Такая конференция прошла в Стамбуле. На ней говорили о развитии современной жизни нашего народа, о богатом культурном потенциале крымских татар. В Турцию выехала и наша делегация. Как прошла встреча с соотечественниками за границей, знает Айша Шулакова. Добро пожаловать, дорогие гости! Председатель Федерации культурных объединений крымских татар Турции Унверсель приветствует гостей. Так начинается фестиваль крымско-татарской культуры в Стамбуле. Директор Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия София Еминова участникам и гостям фестиваля показывает выставку «Крымские татары в современных реалиях». Это работы современных крымских фотографов. Крымские татары в современных реалиях – это фотовыставка о жизни коренного народа в составе Российской Федерации. Здесь и строительство этнокомплекса, молодежного КИПУ, а также соборной мечети в Симферополе. Здесь есть фотографии, которые рассказывают об обычной жизни. Например, как вот здесь вот рождение Тройни, а также различные культурные и спортивные мероприятия. Это свидетельствует о том, что крымские татары развиваются и живут у себя на родине. На выставке несколько экспозиций. Здесь возрождение религиозных сооружений и строительство новых. Жизнь народа в лицах. Дополняют выставку национальные костюмы, выполненные в традиционном стиле. На этих фото наше историческое наследие и всестороннее культурное развитие. Фестиваль крымско-татарской культуры проводят во второй раз. В этом году уже в Стамбуле. Он направлен на демонстрацию жителям Турции богатого культурного потенциала крымских татар. Организаторы мероприятия Федерация культурных объединений крымских татар Турции совместно с деловым и культурным центром Крыма. Мы хотим объединить крымских татар, проживающих в Крыму и в Турции, а также турков с помощью культуры, наладить дружеские и экономические отношения между нашими странами. Медиацентр имени Исмаила Гаспринского для гостей мероприятия организовал выставку книг. Каждый мог взять себе на память крымско-татарское издание. Мы очень счастливы находиться на таком культурном мероприятии. Мы надеемся в ближайшее время посетить Крым и воочию увидеть все богатство нашего народа. Телеканал Милет в очередной раз подготовил документальный фильм о жизни крымских татар у себя на родине. И, безусловно, основной посыл заключается в том, что именно крымские татары, проживающие сегодня на родине, в Крыму, имеют право говорить о том, что происходит в Крыму, показывать, рассказывать. И сегодня, благодаря работе телеканала Милет, здесь будет представлен документальный фильм о 5-летней большой работе масштабной, которая проводится сегодня в Крыму, о том, как развиваются все направления. Это и религиозная часть, и культурная часть, это наши медиа. Все это мы показываем в этом фильме, и я думаю, что в сознании людей, которые пришли на это мероприятие, очень многое поменяется. На фестиваль из Крыма приехала делегация из более 20 человек. Это представители Совета крымских татар при главе Крыма, общественные деятели, предприниматели. По ходу встреч мы здесь много с ними обсудили вопросов по экономическому сотрудничеству. Работа продолжается. Сегодня было несколько встреч и с бизнесменами. Мы тоже обсудили и конкретно наметили работу в Крыму. А это официальное открытие фестиваля. Звучит гимн России, Турции, крымских татар. Участники мероприятия приступили к докладам и обсуждению перспектив развития отношений Турции и Крыма. Мы выполняем не просто народную дипломатию, которая связывает крымских татар в единое целое, а это очень важно, чтобы крымские татары, которые проживают в Турции, они знали, что у них есть родина, и они должны стремиться к своей родине, к своим корням. И наша задача в объединении народа в единое целое. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Рустем Казаков приехал рассказать о достижениях крымских татар в области спорта. Мы приехали сюда рассказать правду, что у нас есть. И если им интересно,
мы с удовольствием расскажем о своем Крыме, о своем крае. И вот сейчас я показывал снимки, как мы строим спортивные залы, сколько у нас занимается детей, рассказываем, что 7 залов спортивных мы построили, что у нас есть чемпионы мира уже, есть чемпионы Европы. Артисты крымско-татарского ансамбля «Хайтарма» подготовили яркую программу. Такие мероприятия еще раз подтверждают, что о Крыме хотят слышать из первых уст, что крымские татары в мире и согласии живут и процветают у себя на родине. Народная дипломатия в очередной раз стирает границы. Айша Шулакова, Эдем Исмаилов, телеканал Милет, Стамбул, Турция. Соборная мечеть Крыма готова на 80%. На сегодняшний день все 4 минарета высотой 50 метров полностью готовы. Осталось сделать балконы. Сейчас ведутся внутренние работы. Когда полностью закончат строительство и в каком году откроет главное культовое сооружение, узнавал наш корреспондент Мухаммед Зикирьяев. Мы сейчас проживаем в то время, когда здание соборной мечети от вот такого фундамента превращается вот в такую грандиозную архитектурную жемчужину. Это плохо. Это мы делаем 2 месяца. На строительной площадке главной соборной мечети Крыма проходит инспекция. Представители власти осматривают объект изнутри. Уже стяжка залита, специально защищаем, теплый пол, все готово. Все, которые грубо работали, уже закончены. Все коммуникации закончены. Осталось все монтаж. Для внутренней отделки соборной мечети используют мраморный камень. Как только эти работы будут закончены, специалисты приступят к росписи. Коммуникационные системы сделаны все на 90%, остались пусконаладочные работы, подключение автоматики. На сегодняшний день органы власти отрабатывают вопросы технического характера. Это подвод сетей, вынос линий электропередач. Вопросы касательно качества выполненных работ со стороны технадзора никаких нареканий не вызывает. Заказчик муфтиат доволен. Могу сказать, что объект однозначно будет сдан в 2020 году. Рабочие начали благоустраивать и дворовую территорию. Сейчас укладывают плитку. Строящаяся соборная мечеть станет главным культовым объектом для мусульман Крыма. Мы должны закончить этот объект к установленной дате. И что для этого необходимо? Я думаю, более детально, более регулярно проведение планерок, более детальное проведение совещаний по данному вопросу. В конце концов, изыскать необходимый ресурс финансовый, чтобы это закончить. Потому что эта мечеть имеет определенно очень большое влияние на будущую судьбу Крыма в целом, я так полагаю. Уже известно, что в день открытия соборной мечети через вот этот вот главный вход войдут главные гости: президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Мухаммед Зикирьяев, Виталий Голубев, телеканал Милет. Реконструкция Дворца спорта в Евпатории идет полным ходом. Подрядчики обещают, что в следующем году спортивный комплекс сможет принимать региональные и всероссийские соревнования. Руслан Минаев оценил ход строительства объекта федеральной целевой программы. Вместо кричалок болельщиков – шум перфоратора. На ближайшие годы спортивная площадка превратилась в строительную. В Евпаторийском дворце спорта уже 3-й год идет масштабная реконструкция, цель которой – создать физкультурно-оздоровительный комплекс для республиканских и всероссийских соревнований. Работы ведутся в рамках федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. На эти цели предусмотрено более 600 миллионов рублей. Позади экватор проделанной работы. На объекте уже занимаются отделкой здания и устанавливают внутренние инженерные сети. Здесь выполнены бетонные подготовительные работы, и подрядчик дня через 2-3 приступает к устройству витражей. А это новый корпус. Здесь будет тренажерный зал и зал для игровых видов спорта. По проекту новое двухэтажное здание будет примыкать к реконструируемому. Объект оборудуют современными раздевалками, душевыми и тренерскими комнатами. Также учтут обеспечение доступности для маломобильных групп населения. Эти 18 колонн станут опорами зала для игровых видов спорта.
Его площадь составит 30 на 50 метров. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет двухэтажным. На первом этаже появится спортивный зал с трибунами на 300 мест. На втором – залы для групповых занятий. В скором времени приступят к монтажу металлических конструкций. Предстоит еще много сделать. Не закончены бетонные работы, ведутся каменные работы. Еще надо выполнить будет полный комплекс отделочных работ. Реконструкция проходит под наблюдением профильных министерств. По графику объект закончат в конце следующего года. Руслан Минаев, Эльдар Заитов, телеканал Милет. Памятник архитектуры «Ласточкино гнездо» отреставрирован на 30%. На строительные работы из государственного бюджета было выделено почти 80 миллионов рублей. На объекте побывал наш корреспондент Мухаммед Зикирьяев. Подробности в репортаже. 120 забитых свай, около 90 тонн цемента и 50 тонн арматуры. Такое количество строительных материалов использовали для укрепления основной плиты памятника архитектуры и истории «Ласточкино гнездо», чтобы спасти замок от разрушения. Более 10 строителей восстанавливают каменную кладку стен, заполняют щели специальным раствором. Это часть реставрации замка. В дальнейшем мы будем укреплять стены здания. То есть мы будем наносить штукатурный слой, уже непосредственно реставрационные работы. Вот. Будем, значит, расшивать трещины, будем эти трещины укреплять тоже усиливающими материалами, те шовными материалами, которые также себя зарекомендовали. Ну и в дальнейшем будем приводить в порядок, наводить чистоту, делать отделочные работы. Главный символ Крыма «Ласточкино гнездо» закрыт на реставрацию. Вход на территорию объекта туристам категорически запрещен. Замок восстанавливают лучшие специалисты, строители, альпинисты. Им приходится работать вот в таких непростых условиях. Со стороны моря на высоте в 30 метров работает альпинист-реставратор Иван Вороновский. Он приехал из Чебоксар. Сейчас специальной металлической щеткой очищает стены замка от мха. Если не получать удовольствие от работы, то работать не получится. Здесь как раз вот работа, вот море. Висишь над морем, это же здорово. А вот расскажите о самом вот снаряжении. Какое оно у вас? Прочное? Вы как бы можете понадеяться на него? Ну, каждая веревка выдерживает где-то 33,5 тонны на разрыв. Все снаряжение довольно-таки серьезное и надежное. Вы не смотрите, что оно грязное, оно потому что в работе. Противоаварийные работы во дворце проходят в рамках федеральной целевой программы. Всего на реставрацию выделено около 80 миллионов рублей. Внутри замка строители полностью демонтировали полы, сняли штукатурку. Мы, как видим, здесь нет сейчас даже потолков. Специалисты планируют работать над каждой деталью и поврежденным участком и привести Ласточкино гнездо в то состояние, в котором оно было полвека назад. 40 метров над уровнем моря. Именно на такой высоте на отвесной Аврориной скале построил нефтепромышленник Павел Штейнгель. Он воплотил свою мечту о средневековом замке. Тяжело бурить алмазом. Тяжело, потому что очень многие точки обсыпные, очень многие точки именно чистой скалы, чистого бетона. Это... Но с точки зрения бурения это самый тяжелый грунт. Самый сложный этап реставрации здания – восстановление балконов. Их закрыли для посещения туристов еще в 2013-м из-за опасности разрушения. Здесь видим, что плита, которую необходимо, значит, усилять, вот, она сейчас имеет очень такую структуру. Вот старая плита, вот она уже вся выветрилась. Вот есть вон раковины такие вот, это, ну, в аварийном состоянии. Необходимо ее будет нам, значит, укреплять. Ласточкино гнездо сохранит свой исторический облик, говорят реставраторы. Ремонтные работы планируют закончить в следующем году. И объект культурного наследия федерального значения вновь откроют для гостей. Мухаммед Зикирьяев, Рамазан Аливапов, телеканал Милет. В Крыму проходит программа энергоэффективного капремонта многоквартирных домов. Комплекс мер позволяет использовать энергоресурсы дома с максимальной эффективностью. Руслан Минаев с подробностями.
Жить в тепле и не переплачивать. Систему регулируемого теплоснабжения готовят к запуску в многоквартирном доме в поселке Гаспро. Такой трехходовый клапан пропускает в дом столько тепла, сколько задано в параметрах. Все, что излишнее, этот клапан перепускает назад и возвращает в теплосеть. По расчетам подрядчиков, экономия составит около 30%. А этот контроллер регулирует всю систему при помощи датчика температуры, который находится на улице. Сегодня 5 градусов, ну сейчас уже 10. 10 это где-то должна быть температура порядка 45-50. Вот сейчас, если бы оно работало, мы увидели, тут было градусов 58. 58 градусов уже можно отправлять назад в теплосеть. Регулируемое теплоснабжение – одно из преимуществ программы энергоэффективного капремонта. Мы сделали гидроизоляцию швов, вот вокруг дома все. Еще будет умный свет в подъезде. И окна мы заменили, то есть тепло в подъезде, в подвале. Жители многоквартирника в Ялте только подали документы на участие в программе по энергоэффективному капремонту. Создали спецсчет, на котором и будут храниться собранные деньги. Общими усилиями хотят поменять водопровод и систему теплообеспечения. Сейчас мы планируем, я уже вчера подала платежку на ремонт замену всех окон в подъездах, у нас 5 подъездов, и замену вот этих дверей, и там у нас еще четвертый подъезд с той стороны. Вот это вот у нас будет составлять где-то, это уже с капитального ремонта пойдет, где-то 200 тысяч. Государственная программа подразумевает, что часть вложенных средств жильцы смогут компенсировать из госбюджета. Сумма, которую они сэкономят до 80% от всех затрат, им вернутся на их спецсчет. И получается, что на основную сумму, где-то это будет около 400 тысяч рублей, они смогут в следующем году провести еще работы по улучшению своего дома. Заявки на участие в государственной программе принимают профильные министерства. В городском округе Ялты участвовать в программе энергоэффективного капремонта планируют еще 14 домов. Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет. Народная артистка Таджикистана, лауреат Государственной премии Крыма, профессионал народного фольклора Ремзие Бакал отмечает день рождения. Легенде крымско-татарской хореографии исполнилось 93 года. Из них 70 лет она посвятила искусству. О талантливой женщине, идущей танцем по жизни, репортаж Наджии Исаевой. Имя народной артистки Таджикистана, лауреата Государственной премии Крыма, художественного руководителя и балетмейстера крымско-татарского ансамбля песни и танцы Хайтарма Ремзие Бакал известна далеко за пределами Крыма. Талантливый хореограф отметила свой 93-й день рождения. Из них 70 лет она посвятила искусству. Искусство облагораживает, дает культуру человека, красоту жизни дает. Вы понимаете? Тот человек, который на сцену выходит, редко бывает нехорошим. Все они мягкие, а все они воспитанные, потому что это искусство воспитывает внутридуховное человека. А духовность отдается человеку, что он поневоле с человеком общается в хорошем тоне, хорошо разговаривает. Это очень важно. Ремзия Ханум прошла путь от танцовщицы до главного балетмейстера, где крымско-татарский танец всегда занимал главную роль. Непревзойденный талант она унаследовала от отца выдающегося хореографа Усейна Бакала. Именно в его постановке она исполнила свой первый танец. В цыганской сюите хрупкая танцовщица сыграла мужскую роль. И первый танец мой это был еврейский. И я помню, я его танцевала, партнерша была, Дора называли, и она еврейка была. Я мальчик была, она была... Мы когда танцевали, такие овации были, видимо, хорошо танцевала. Я темпераментная. Вот первый танец у меня это был. Ну а потом, понимаете, перешла на крымско-татарские танцы. Ремзия Ханум окончила Симферопольскую балетную студию. Полвека она прожила в Таджикистане, работала в театре. За особый вклад в развитие искусства ее удостоили звания заслуженной артистки, а потом и народной артистки Таджикистана. С 1979 года, совмещая работу в театре, она начала создавать танцевальные программы для крымско-татарского ансамбля «Хайтарма». Воспитала плеяду известных танцоров. Это 12 народных артистов Таджикистана и более 40 заслуженных артистов Крыма и Украины. Мунира Аблаев, Джемиля Усманова, Зарема Сеттарова, Мунивер Муслидинова. Увидела этих молодых красивых девочек. Мне они так понравились. Почему-то я захотела с ними поработать, какой-нибудь танец им оставить на память. И тут же подошла к Хаким Джемилеву, а он говорит: Ремзия,
у нас нет финансов, мы вам не сможем оплатить. Ну, я говорю, что же, тогда буду бесплатно работать. Ну, как хотите, пожалуйста. И я так и сделала. В конце 80-х Ремзия Бакал вернулась в Крым, ставила танцы для Крымско-татарского театра и ансамбля «Крым». Под ее руководством танцевальный репертуар коллективов расширялся, а ансамбли неоднократно выезжали за границу и знакомили весь мир с культурой крымских татар. Затем балетмейстер стала художественным руководителем ансамбля песни и танца «Хайтарма». На этой должности она проработала до 89 лет. В общей сложности я там в Хайтарме больше 30 лет с ними связана. Это мои дети, это моя жизнь Хайтарма, это мое родное. Не только, это все то, что есть для народа, это Хайтарма, деточка. Я вот так говорю. Кроме богатого хореографического наследия, за ее плечами и литературное. Она стала автором книги «С танцем по жизни». В ней тонкости обучения танцевального искусства, а еще история легендарного ансамбля. Она тоже моя ученица, она со мной работала в театре. Это я поставила свадьбу, и она была у меня невеста. У Ремзия Ханум 3 детей, 8 внуков и 13 правнуков, а ее ученики – частые гости в доме. Она полна энергии и продолжает работать во благо возрождения культуры и искусства крымских татар. Наджия Исаева, Эрвин Маралиев, телеканал «Милет». В Алупке открылась персональная выставка заслуженного художника Крыма Заремы Тросиновой. К чему она приурочена, какие работы мастера вошли в экспозицию, в какой технике их исполнила Зарема Ханум, расскажет Альмаз Аблакимова. Та, которой позирует сама жизнь. Зарема Ханум, известная крымско-татарская художница, отмечает свой 80-летний юбилей в музее имени Амитхана Султана, дважды Героя Советского Союза. Здесь представлена выставка ее работы с 40 картин, которая называется «Избранный путь». В небольшом выставочном зале оживленная беседа. Близкие люди и поклонники Заремы Тросиновой с нетерпением ждут автора экспозиции. А вот и именинница. Ее встречают букетами цветов и теплыми пожеланиями. Здоровья, успехов вам, интересных проектов вам, всего самого-самого лучшего. Зарема Ханум вдохновляет всю молодежь для познания искусства, для познания чего-то нового, вдохновляет на творческих людей на новые работы. Гордимся тем, что среди крымско-татарского народа есть такой герой нашего времени, как Зарема Ханум Тросинова. Тонкие, изящные, но вместе с тем точные и уверенные линии. Зарема Тросинова – мастер книжной иллюстрации и графики. Она родилась в 1939 году в Симферополе. Окончила художественное училище и институт. Сегодня ее работы представлены в частных коллекциях Узбекистана, России, Украины, Турции и США. Ценителей ее творчества много и в Крыму. Зарему Тросинову я с 90-х годов знаю. Мы с ее мужем Алимом Мусииновым в 1993 году работали над первой постоянно действующей экспозицией музея Амитхана Султана. Судьба связала меня с этой семьей, и мы встречались, часто обсуждали по поводу этой экспозиции, как она должна выглядеть, что должно быть. И поэтому я давно мечтала о том, чтобы картины Заремы Тросиновой попали сюда, в Алупку. Мечта свершилась. 40 картин – малая часть работ художницы. Здесь и цикл романтических композиций с литографией. Их художница посвятила средневековому поэту Ашику Умеру. Также в экспозиции представлены портреты, натюрморты и пейзажи. И экспозиция получилась довольно такая емкая. Она представляет примерно все грани, можно сказать, всего творчества моего жизни, моего народа. Она была для меня как бы путеводной звездой по всей моей жизни. Для меня неотрывно, неразрывно я связана всей своей сутью именно со своим народом. Сейчас Зарема Ханум готовится к юбилейной выставке, которую планируют открыть этой зимой. А экспозицию в музее имени Амитхана Султана, посвященную 80-летию художницы, можно будет увидеть до 23 февраля следующего года. Альмаз Аблакимова, Рамазан Аливапов, телеканал «Милет». Крымская государственная филармония отметила 80-й день рождения. Большим концертом. Более 300 артистов на одной сцене. В юбилейный вечер в исполнении симфонического оркестра прозвучала классическая и национальная музыка. Лучшие оперные вокалисты полуострова продемонстрировали мастерство владения голосом, а танцоры – красоту крымско-татарской хайтармы. На торжественном концерте побывала и Фатиме Сейдаметова. Con
Арзы Меджидова перед выходом на сцену исполняет одно из любимых произведений – партию Кармен из оперы Жоржа Бизе. Много вокалистов, которые исполняют эти роли мирового уровня, но я их чувствую по-своему. И для меня в любое время суток вы меня разбудите, я вам их исполню. Арзы Ханум на сцене почти 20 лет, гастролировала по всему миру. Последние 3 года работает в Крымской филармонии. Секрет прекрасного голоса певицы прост. Сон. Секрет сильного и крепкого голоса. Отдых, голосовой покой, сон 8-часовой. Ну и стараться не грызть семечек. А это главный музыкальный инструмент симфонического оркестра – контрабас. Конец оркестра заканчивается или начинается на контрабасе и заканчивается на нем. Потому что в партитуре он пишется с самой последней строчки. Дальше уже больше нет других инструментов. Таир Каракаш – лучший в своем деле. С контрабасом они неразлучные друзья уже 45 лет, а в филармонии работает 15. Без его участия не проходит ни один концерт. Я играю и здесь, и там, и где возможно, где позовут, там. Крымская государственная филармония открыла свои двери 80 лет назад. За эти годы закрывалась лишь на 3 года, во время войны. После тяжелых дней в истории полуострова коллектив вновь собрался и продолжил свою деятельность. Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев, Юрий Гуляев, Юрий Богатиков. В общем, все мастера сцены, все мэтры, они были в Крыму. С тех пор и до сегодняшнего дня репертуар филармонии расширяется. На сцене звучат самые известные произведения в исполнении заслуженных крымских артистов. Как у нас говорит руководитель камерного оркестра, мы можем от Штрауса до Шопена, от Баха до рок-н-ролла. То есть мы можем все. Сегодня филармония – сокровищница классической музыки и центр развития национальной культуры. Ее артисты, кроме ярких и незабываемых выступлений на сцене, создают интересные проекты. Артисты – участники благотворительных концертов. В рамках фестивалей на одной сцене с профессионалами выступают дети. 9-м чудом света называют их выступления в Мраморной пещере. С 2017 года в филармонии начали снимать клипы. Первой стала песня Дема Налбандова «Машалла». В клипе отражается яркая культура крымских татар. Съемки в колоритной Евпатории длились всего 2 дня. Самое главное, конечно, это процесс подготовки, потому что, как говорится, вначале нужно представить полностью клип, а уже после этого начинать снимать. Поэтому самое важное, это, конечно, было придумать, где мы будем снимать, как, каким образом. И хотели показать вот эти вот улицы, да, маршруты туристические. Ну и, конечно же, сделать его динамичным и интересным для зрителя. В юбилейный вечер ансамбль «Хайтарма» представил одну из последних вокально-хореографических постановок «Епиджан Хайтармаса». Каждое выступление артистов вызывало у зрителей бурные овации. В филармонии работает более 500 человек, 8 музыкальных коллективов. Это симфонические камерные оркестры, камерный хор, театр песни, вокально-хореографический ансамбль «Таврический благовест», крымско-татарские ансамбли «Хайтарма» и «Кырым». На юбилейной сцене выступили более 300 артистов Крымской государственной филармонии, которая в скором времени будет носить имя известного эстрадного певца, народного артиста СССР. Руководство музыкального центра уже подало заявку на присвоение ему имени Юрия Богатикова. Фатиме Сейдамитова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». В добрый час с таким названием в крымской столице прошли соревнования для детей с ограниченными возможностями. Участники со всего полуострова состязались в плавании и легкой атлетике. Об успехах юных спортсменов сюжет Дианы Бекмамбетовой. Свисток судьи, и спортсмены начинают заплыв. Дистанция 25 метров для детей с особенностями развития. Так стартует республиканский фестиваль «В добрый час». В соревнованиях принимают участие дети от 8 до 15 лет. Они приехали в крымскую столицу из разных регионов полуострова. Для Дарьи Истоминой это первые состязания. Она занимается плаванием 2 месяца. Так она старается улучшить координацию движений. У 11-летней девочки органическое поражение головного мозга. Сразу у меня не получалось. Я пробовала, не сдавала. Как мой тренер говорит,
сдаваться нельзя. Ребята соревнуются не только в воде, но и на суше. Легкая атлетика – любимый вид спорта Валерия Аврудского. Он приехал из специальной школы-интерната. Хороший вид спорта, бегать, прыгать. Ну, а так все нормально. Ну, мы сюда ждали приехать, у нас все получилось. И вот приехали и стараемся выиграть командой. На первый республиканский фестиваль съехались 50 человек. Организатор соревнований – сообщество родителей детей с инвалидностью. Мы уже с 2015 года занимаемся работой по социализации детей с инвалидностью и понимаем, что без спорта это не совсем полноценная работа, не совсем полный охват детей. Именно спорт помогает укрепить здоровье детей с особенностями развития. Я думаю, что все вместе мы сделаем и выполним ту задачу, которая перед нами сегодня стоит. Это обеспечение при разных возможностях равные права всех наших граждан. Это очень важно. Все участники успешно преодолели дистанции. Организаторы планируют сделать соревнования традиционными. Диана Бекмамбетова, Асан Зивадинов, телеканал Милет. Это были самые важные, актуальные политические, экономические и социальные новости. Увидимся ровно через 7 дней. Приятного вечера и хорошей недели.